Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Не стало Сакины Шаймиевой. Делать добро – это ее хобби. Какой мы запомним первую леди Татарстана? Экологическая катастрофа. С утра выходишь, вообще дышать нечем. Почему ЧП не предотвратили, хотя возможности были? Юбилей без юбиляра. Статус Адмиралтейства был присвоен в 1727 году. Мертвая тишина или юбилей Адмиралтейской слободы. Женщина с большой буквы ушла от нас. Как ни горько и больно это говорить. Не стало Сакины Шаймиевой, супруги первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Мне повезло. Я имел возможность несколько раз беседовать с ней. И она на меня, как и на многих других людей, произвела неизгладимое впечатление. Постараюсь это выразить. Она была гордая и одновременно добрая, открытая, но с чувством собственного достоинства, мягкая и в то же время с особым внутренним стержнем. В ней не было никакой надменности, характерной для многих жен крупных руководителей. Она располагала к себе с первой минуты и покоряла своей тихой красотой, скромностью и доброжелательностью. Сакина Ханум говорила, что запах крестьянского подворья ей ближе, чем запах французских духов, что ей не нужны дворцы и хоромы, а главное счастье для нее, чтобы был стол, на столе еда и рядом любимый мужчина. Самым счастливым временем она считала годы, прожитые с Минтимиром Шариповичем в деревне, и рассказывала, как она не хотела переезжать в суетную и неискреннюю, по ее мнению, Казань. И поверьте, в этих ее словах не было никакой позы или фальши. Она ценила в людях прежде всего искренность и доброту. И сама всегда старалась всем, кто ее окружает, дарить добро, вне зависимости от статуса и социального положения. Но главным своим призванием считала быть женой и матерью. Сакина Ханум всегда была в тени Минтимира. Так назвала она и свою книгу. Она считала себя счастливой женщиной. Вспомним цитату из ее воспоминаний, которая все объясняет. Она писала: «Мне играть первой леди было бы невероятно сложно. Исподволь получилось, что я не стала примерять на себя эту роль. Мое предназначение в жизни Минтимира совсем другое. Я любящая его и любимая им женщина. Мне тепло и уютно в тени Минтимира. И я счастлива, что осталась сама собой». Конец цитаты. Такой мы и запомним любимую всеми нами Сакину Шакировну. Она действительно была первой леди и по статусу, и по призванию. Настоящая леди, красивая, умная, добрая, женщина, которая любила и была любимой. Ею восхищались, ее боготворили, даже те, кто не знал ее лично. Сакина Шаймиева не могла пройти мимо чужой боли. Она старалась помочь всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Будь то простая уборщица или доярка, она не отказывала в просьбе никому. Мало кто знает, что она скупала за раз весь товар деревенских жителей, торгующих при дороге, понимая, насколько трудна их жизнь и стараясь хоть как-то ее облегчить. Но все эти благие деяния, как правило, оставались в тени, незамеченными. В этом и была вся Сакина Шаймиева, главная черта характера которой была поразительная доброта и скромность. О ее доброте легенда ходит. Но это не легенда, это действительно так. Ее знают все рынки. Или уже сейчас поселок Мирный знает. Столько, значит, старушек там, значит, или люди, которым надо помогать. Это... Она сама ездит. Ей не надо, чтобы это публично об этом говорили. Я уже, коль задали вопрос, только отвечаю. Это просто делать добро. Это ее хобби. Я своей внученьке Камилочке заказала такие швейцарские травки, которые только в Москве есть. Она мне их немедленно прислала и, главное, положила туда такую записочку. И она мне, по-моему, больше помогла, чем эти травки и лекарства. «Любимая бабулечка, выздоравливай, моя хорошая и драгоценная.
прям, вы знаете, даже трогательно. Выздоравливай, моя хорошая и драгоценная. Береги себя. Крепко-крепко целую и обнимаю. Безмерно любящая внучка. Вы знаете, вот такое вот услышать, мне кажется, это больше, чем травки, лекарства. И я, по-моему, поправилась с этой записки. Моя бабулечка, она умеет вселять весну в души. Она дарит тепло и заботу. Сакину Шаймиеву часто можно было видеть во время официальных встреч. Всегда стильно одетая, со скромным макияжем и без помпезных причесок. На супругу президента равнялись ее современницы, пытаясь перенять ее благородные манеры. Но в ней все было естественно, и красота в том числе. Ведь увидев однажды, Минтимир Шаймиев понял, что эта улыбчивая девушка с длинными косами закралась в его сердце навсегда. Их первое знакомство случилось весной в простом деревенском клубе на танцах. Стоит у двери девушка, длинный черный кос, белый кофт, потом такой бархатный, по-моему, сарафан. Так, по-моему, раньше назывался. Я сразу обратил на нее внимание. Но, оказывается, она тоже. А я ему говорю: так ты ж весь вечер танцевал с Ритой, почему ты меня-то все-таки задерживаешь? Ну, он говорит, я расспрашивал у нее, кто ты такая, откуда приехала, где работаешь, нет ли у тебя на данный момент молодого человека. После свадьбы семья жила в Муслюмово, затем в Мензелинске, а в 1967 году переехали в Казань, где у них родились 2 детей. Шаймиевы прожили вместе 57 лет. На эту пару нельзя было смотреть без восхищения. Это действительно был самый настоящий пример супружеской любви и верности. Несмотря на всю скромность нашего быта, мы были счастливы. У нас есть стол, за которым мы можем вместе сидеть. У нас есть кровать, на которой мы можем спать, обнявшись крепко. И вроде ничего больше и не нужно. Сакина Шаймиева в своей книге воспоминаний писала, что для нее это счастье оставаться в тени своего супруга. Посвятить всю свою жизнь другому человеку – это тоже подвиг. Всегда быть рядом, быть поддержкой, быть не просто женой, а близким другом и родным человеком. Это очень тяжело – прожить жизнь другого человека. Вот она это смогла и делает на сегодняшний день, я считаю, что очень успешно. Вот для меня это пример. Я бы очень хотел, чтобы моя женщина также меня понимала и прожила мою жизнь. Мама недавно уезжала отдыхать, в смысле, и мы вот как-то собрались как раз вот у отца, и втроем пили чай, в принципе. Вроде бы все нормально, вроде бы все есть, и мы как-то вот так вот все на одной мысли себя поймали, так еще так смеялись, что вот чего-то не хватает. И чего-то вот не хватает, какого-то уюта, какого-то тепла, вот, и вот именно мама. Вот когда мама, это совсем все по-другому. Ну, у нее дар, понимаете, любить мужа и посвятить себя семье. Это для нее святой. Она всю жизнь ждет меня. Когда я уйду с работы и буду сидеть как бы около нее. В последние минуты своей жизни она была счастлива от того, что все родные для нее люди были рядом с ней. И рядом был он. Она улыбнулась и прошептала спасибо. В последний раз. Государственному советнику Республики Татарстан Минтимиру Шаймиеву позвонил президент России Владимир Путин. Он выразил свои искренние соболезнования Минтимиру Шариповичу в связи со смертью его супруги Сакины Шакировны. Состоялся очень теплый и обстоятельный разговор. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также по телефону выразила слова сочувствия и сопереживания первому президенту Татарстана Минтимиру Шаймиеву.
Свои соболезнования выразили и многие российские государственные и общественные деятели, ответственные работники аппарата президента России, российского правительства, видные представители науки и культуры. От себя только добавим: ауыр туфрага жеңіл болсын, урыны жұмақта болсын. К другим темам. Нижнекамский район на грани экологической катастрофы. Вот уже месяц близ села с красноречивым названием Прости, это примерно в 11 километрах от города Нижнекамска, тлеет свалка отработанных автомобильных шин. Пожар на полигоне случился еще 19 октября. Огнеборцам удалось потушить открытое пламя, но вот предотвратить тление пока не удается. Едкий дым и запах гари распространяется на десятки километров. Больше всех страдают жители поселка Прости. Они лишний раз стараются не выходить из своих домов, а по улице передвигаются исключительно в медицинских масках. Районные власти фактически расписались в собственном бессилии. Предлагают жителям поселка уехать на время из своих домов. Все знают, что ядовитая свалка появилась в результате работы комплекса Нижнекамск-Шина. И отходы там копились с советских времен. Но в годы приватизации она стала практически бесхозной. Власти Нижнекамска говорили об этой проблеме много раз. Предупреждали о надвигающейся катастрофе. Но их никто не услышал. Шинники, что называется, с легкостью отряхнули прах старых шин со своих ног и считают, что это не их проблема. У районных властей нет средств на рекультивацию полигона отходов шинного производства. Министерство экологии знает о проблеме, но, как говорится, молчит в тряпочку, хотя должно бить в колокола. Хочется воскликнуть: господа, а как же совесть, ответственность, как же люди? Но это глаз вопиющего в пустыне. И теперь пожарные ждут снегопада в надежде, что хотя бы природа поможет им решить проблему. Елена Горбунчикова о масштабах экологического бедствия. Свалка с высоты птичьего полета выглядит как жерло вулкана после извержения, на дне которого едва можно разглядеть фигурки 9 пожарных. Вот уже месяц бойцы пожарно-спасательного отряда Нижнекамска пытаются окончательно затушить пламя. И пока они проливают один участок тлеющей свалки, огонь предательски прорывается в другом месте. Она живет своей жизнью, в глубине у меня нет таких средств определить, что там происходит. Поэтому мы здесь находимся во избежание повторных загораний, прецедентов. Как признается Антон Карасев, предугадать поведение огня очень сложно. Каждый день рельеф свалки меняется. Сейчас, где стоит пожарный холм, а завтра может оказаться уже глубокая яма. По некоторым данным, глубина полигона около 15 метров. Точно никто не знает. Свалка на дне оврага близ села Прости появилась в 80-м году прошлого столетия. 15 лет с Нижнекамск-Шина сюда свозили бракованную продукцию и производственные отходы. В 95-м полигон засыпали 2-метровым слоем земли, посеяли многолетнюю траву и забыли. А из нашего окошка виден дым совсем немножко. Травит нас, как тараканов. О своем существовании свалка напомнила 19 октября 2018 года, когда в небе над селом появился огромный столб дыма. По данным МЧС, площадь открытого горения составила 6 тысяч квадратных метров. Это 5-я часть территории всей свалки. Пока пожарные тушили пламя, КАМАЗами на полигон завозили песок. Задача была одна – не дать огню распространиться дальше. На 4-е сутки пожар удалось локализовать. Но и спустя месяц свалка продолжает коптить, отравляя воздух в селе Прости. От него до полигона меньше километра. Это серый оксид, углеродооксид, азотистые соединения, сажа. Эти токсичные вещества проникают в легкие и через кровь проникают в головной мозг, то есть возникает интоксикация организма негативная. Это и болит голова, и слезятся органы зрения, и возникают аллергические реакции. В Простях сейчас на улицах пусто. Люди стараются лишний раз из дома не выходить. С утра выходишь, вообще дышать нечем. Вот местные власти говорят о том, чтобы предлагают вам переехать сейчас на время в какое-то другое место. Вы согласны? Переехать? Нет. Куда переедешь? Чё нам? Это самое, там сначала говорили, что нас вообще выселят. Сказали, что сильно дорого обойдетесь. А сейчас выселят. Да ни за что не выселят. А куда я могу уехать? На тот свет только.
По факту пожара на свалке и загрязнения воздуха в селе Прости возбуждено сразу несколько административных дел. Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Россельхознадзором. Дело в том, что свалка находится на территории сельхозугодий. Сумму ущерба окружающей среде еще только предстоит подсчитать. Известно лишь, что на тушение пожара за месяц было потрачено порядка 2 миллионов рублей. Поле несобранного подсолнечника и свалка автомобильных шин – все это земля, которая находится в аренде у местной агрофирмы. А согласно российскому законодательству, за пожар на свалке ответственность будет нести именно это сельхозпредприятие. Это предприятие стало заложником, потому что отходы принадлежат Нижегородшине, а арендатор – это вообще сельхозпредприятие. Да? К сожалению, вот на Нижегородшину какие-то административные меры невозможно предпринять, потому что срок давности у нас год по административному кодексу. Да? По версии пожарных дознавателей, свалку, скорее всего, подожгли черные копатели. Они орудовали здесь на протяжении последних 10 лет. Причем действовали открыто с применением тяжелой техники. Вот спутниковая карта поселка Прости. На ней можно разглядеть работающие бульдозеры, которые своими ковшами и разрушили защиту полигона. И куда все эти годы смотрели экологи и местная власть? Данных лиц сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных структур для того, чтобы можно было принять дальнейшие меры. И также, пользуясь случаем, вот мы и обращались, и сейчас я обращаюсь к жителям о том, если у кого есть информация, кто эти лица, чтобы они сообщили. Но со стороны жителей села Прости вот ни одной жалобы не поступало. Я не знаю, быть может, и они являлись, грубо говоря, черными копателями, да? Возможно. И поэтому они не сообщали о данных фактах. Писало само предприятие, шинный завод, акционерное общество Нижнекамск шина, и в администрацию, и в экологию. И нулевой эффект был, и продолжали копать. И экскаваторы там были, и грузовые машины были, и вывозили, объясняли на переработку вот эти резиновые отходы. А куда вывозили, никто не знает. Но на этой неделе руководство района заявило, что неоднократно обращалось в Минэкологии Татарстана с просьбой профинансировать рекультивацию проблемной свалки. Неужели нужно было дождаться ЧП, чтобы вопрос, возможно, решился? По предварительным подсчетам, нужно не менее 100 миллионов рублей. Возможно, только предположение, да. Мы же, я буду основываться, когда, как я сказал, проектный институт проведет работу, определит технологию, с природоохранными структурами эта технология будет согласована, то, что она позволит обеспечить и охрану окружающей среды, будет произведен уже расчет этих работ. На основании уже их мы будем уже совместно с Минэкологией изучать, по каким государственным программам обеспечить финансирование этих работ и провести эту работу. Айдар Сафудинов заверил, что к 21 ноября пожарные планируют полностью локализовать тление мусора на свалке. Они рассчитывают на собственные силы и пока только на погоду. Синоптики прогнозируют долгожданный снег. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжаем программу «7 дней». Казань опять может праздновать юбилей. 300 лет тому назад, в 1718 году, Петр I учредил в Казани Адмиралтейство и корабельную верфь. Что можно сказать к концу года? Можно сказать, что если где-то и проходит празднование этого события, то проходит оно без юбиляра. Потому что понятие адмиралтейства сегодня в Казани каждый может вкладывать свой смысл по причине отсутствия такового. Что можно назвать адмиралтейством сегодня? Эту заброшенную территорию, которая бросается в глаза любому прохожему. Те полузаброшенные, зараженные промышленными отходами набережные Казанки, где когда-то и строили корабли. Да, существует большой проект под названием «Адмиралтейская верфь». Концепция существует, и вокруг нее последние годы даже ломают копья ученые-мужи, поскольку любая концепция воссоздания истории по сути своей спорная. Еще в 2011 году было заявлено, что Казань подойдет к юбилею Адмиралтейства во всеоружии. Но пушки что-то не гремят. Над Кировским районом Казани повисла мертвая тишина. Услышать в ней что-то пытался Михаил Любимов. Посмотрите только на этот простор. Что выбрать? О чем рассказать?
когда под тобой буквально каждый клочок относительной суши кричит о том, чтобы о нем вспомнили. Господа историки, простите великодушно, но наш рассказ не для вас. Потому что похож он будет на широченный, но тонюсенький блин, поверхностный, таковы нынче знания. И пойдем мы, полетим, вот так, по верхам, без особого сценария, кстати, нехоженными дорогами до неизвестных пределов. Потому что не все знают. Петрушкин разъезд, впрочем, наверное, знают все. Возможно, многие также видели и вот этот памятник, недавно построенный на частные, кстати, средства, памятник казанской конки. Петрушка, говорят, была лошадь такая. А конка – это первый казанский общественный транспорт, ни много ни мало. Лошади, таскающие за собой груженные людьми вагоны по рельсам, появились в Казани в 1875 году. Четверть века до появления электрических трамваев жители города наслаждались буквально вот этим зрелищем. А памятник стоит на этом месте, потому что здесь неподалеку находилась одна из конечных станций конки, Дальнее Устье, рядом с Адмиралтейством. И здесь же была, что теперь называется, штаб-квартира конной железной дороги. Конюшни, ремонтные мастерские, одним словом, депо. И оно сохранилось. Как сохранилось? Ну вот судите сами. В 2007 году из исторического здания ушли последние трамваи. И можно было бы разбить здесь парковую зону, а помещение депо использовать для туристов. То есть было бы, представьте, как бы здорово было, что если бы кусочек конки или, допустим, кусочек старого казанского трамвая возродить, и это было бы кусочком возрождения самого вот этого самого Адмиралтейства. То есть здесь показать, откуда начиналась конка, показать. Говорят, у человека есть всего 4 базовые эмоции. Это страх, гнев, печаль и радость. В Адмиралтейской слободе к вашим услугам лишь первые 3. Грандиозные бесхозные территории. Вот еще одна, прямо тут же, прямо возле депо. На месте бывших живописнейших, кстати, садов Тиволи XIX века пустые, безликие и мертвые корпуса сантехприбора. Все, куда ни кинь, только взгляд, безлико и мертво. На перекрестке улиц Клары Цеткин и Урицкого снова обнаженная натура. Руины семейного гнезда легендарного казанского промышленника Ивана Алафузова. Это начало XIX века. Сердце всей слободы после сердечного приступа. Здесь же все, что осталось, или, скорее, теперь все, что не осталось, от кожевенных заводов Алафузова. Вот у меня такое сложилось впечатление, что готовят к тому, чтобы все это убрать. Ну, это же видно. Это видно, да. Видно. То есть они пока что оставили наружные стены только, ну а потом... Свою знаменитую льнопредельную фабрику, тоже теперь опустевшую, которую, конечно, хоть изредка видит каждый казанец, Алафузов покупал у промышленника Ивана Котелова. Где в Казани дом Котелова? Есть ли он? Ведь нечасто вам приходилось бывать на задворках льнокомбината. А здесь, между прочим, с 1833 года стоит спрятанный от посторонних глаз уникальный полукаменный дом Котелова. А Ленин вот здесь от того, что в 20 веке это было заводоуправление. Сегодня же здесь и страх, и гнев, и печаль. Здесь надо сказать, что большинство, 95% казанцев, и не знало, какой бриллиант скрывается за изнанкой улицы Гладилова, поскольку исторический Котеловский дом, он был отсечен позднейшими постройками 30-х годов от бывшей Архангельской улицы. Полукаменный дом, и вот в таком стиле, в принципе, в Казани больше таких домов не было и нет. То есть это мы находимся, в общем, на уникальном месте. Ну и вот что со всем этим будет? Будет ли это все? Это хорошие вопросы, но ответов пока нет. Да, есть концепция развития слободы. И эта концепция, например, говорит о том, что на месте бывших алафузовских заводов возведут новые жилые корпуса.
хотя семейное гнездо все-таки устоит, подлежит реставрации. В старом заброшенном трамвайном депо по плану предусмотрен новый детский музей трамвая. По Слободе, возможно, даже пройдет маршрут туристической конки. Но вот реально ли все это в обозримом-то будущем? Ответ, наверное, вот в этом месте. Именно здесь стояли верфи. 300 лет верфи стояли, по сути дела, за нашей спиной. Да. А мы сейчас находимся на дне Казанки. То есть уровень воды в Казанке был на несколько метров выше. То есть мы на фарватере Старой Казанки. Это не самое туристическое место, конечно. Ну, конечно, нет. Но которое может стать самым туристическим. Если представить себе, как это будет лет через 10-15, представьте, набережные, парковая зона, конку можно пустить, как этот самый эксперимент. Да? У нас депо, тем более, сохранилось коночное депо. Проект музейно-выставочного комплекса, а также проект развития всей Адмиралтейской слободы, разработанный в архитектурном университете, удивителен и широк. На том самом месте, где и строились когда-то в Казани корабли, разместится диковинный развлекательный парковый комплекс с музеями, выставками, огромными инсталляциями и набережными. Вот, например, знаменитая Екатерининская галера Тверь, сгоревшая в 1956-м, тоже будет воссоздана. Весь этот многострадальный проект лежит сегодня на утверждении в Москве и дожидается софинансирования из федерального бюджета. Речь о сотнях миллионов рублей все-таки. Кажется, что за все эти годы не сделано ничего буквально, но нет. Уже потрачены огромные деньги на экологическую реабилитацию Адмиралтейского пруда. Десятки гектаров прибрежной полосы приведены в божеский вид и ожидают дальнейшей подпитки. Будет теперь и насосная станция, и очистные сооружения. И это тектонические сдвиги, учитывая их необходимость для всей слободы. А знаете, какой вопрос волнует местных жителей? Познакомьтесь с последним героем нашей беглой повести. Горбатый мост. Визитная карточка старого русла Казанки. Ему 90 лет, он аварийный еще с прошлого века. И его, даже его, знает не каждый. Когда-то по нему ходили даже трамваи. Сегодня здесь установлены заборы даже от пешеходов, которых, конечно, по-прежнему не остановишь никакими заборами. И вопрос естественен, ведь мост для них уже родной. Останется ли он? И вот тут-то мы вспоминаем о радости. Как это замечательно, что его дешевле сохранить, чем снести. Казалось бы, мост действительно уже теряет свою функциональность как связующий, но он может ведь стать и арт-объектом, и местом выставок. То есть и все равно улица Иовлева с улицей Гладилова, она должна связываться, то есть как-то удобно для пешехода. То есть, поэтому, конечно, мы все мечтаем, что если концепция развития Адмиралтейства состоится, и парк будет здесь создан, здесь же 80 гектар парка по подсчетам наших архитекторов. Если он разовьется, то, конечно, мост будет тоже его украшением и будет связывать два берега парка. Так что у нас осталось? Какие эмоции? Да, пациент скорее мертв, чем жив, чего уж там скрывать. Но помочь такому пациенту может лишь раненый терапевт. Юбилей Адмиралтейства, прошедший без юбиляра, крепко ранил многих из нас. А боль – самая продуктивная эмоция. Возможно, чуточку все же предусмотренная нашим сценарием. Казань теперь, слава богу, больна Адмиралтейством. Уникальную пожарную каланчу, которую чуть было не снесли 2 года назад, ведь уже отстояли, сообща. И даже время, как выяснилось, еще есть. И когда я стал мониторить, чтобы все-таки приблизиться, когда же это было, и оказалось, что слово «адмиралтейство», то есть статус Адмиралтейства, был присвоен в 1727 году. То есть не сразу. У нас еще есть, да. Поэтому формально-то дата, она не совсем круглая. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Голосуют рублем. Для себя голосуют. Правильно использовать деньги так. Референдум по самообложению. Куда и на что потратят средства?
Как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. А сейчас наша традиционная рубрика «Хэштег 007» и наша коллега Светлана Спирина уже готова рассказать вам о самых интересных событиях в интернете. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ильшат. Приветствую всех зрителей программы. Итак, сегодня в подборке события и явления, которые вызвали наибольший общественный интерес в Татарстане. Итак, идет финальное голосование за присвоение российским аэропортам имен наших выдающихся соотечественников. В казанской тройке Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев. Список имен для аэропорта Бегишева эксперты Общественной палаты расширили до 4. Это Николай Лимаев, Дмитрий Менделеев, Иван Шишкин и Салих Сайдашев. Президент Татарстана выразил свои предпочтения в личном аккаунте в Инстаграм. Цитата. «Если Тукай – это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лимаев – олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев. Гордимся, выбираем». Конец цитаты. Столица Татарстана попала в 5 лидеров в рейтинге городов, в которых живут самые добрые люди и радушные владельцы жилья для туристов. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. А вот Тюмень, Набережные Челны и Москва возглавили рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Казань заняла в этом рейтинге 8-ю строчку, а вот антилидером стал Владивосток. Татарский новогодний волшебник Кыш-Бабай стал 2-м по популярности Дедом Морозом в России. 1-е место в рейтинге у главного российского Деда Мороза в Великом Устюге. На 3-м месте карельский морозец Пакайне. А сегодня в свой день рождения главный Дед Мороз уже зажег огни на 1-й новогодней елке в Великом Устюге и отправился в путешествие по всей стране. Кстати, как признался Дед Мороз, каждое 4-е письмо приходит к нему от взрослых. Чаще всего они мечтают найти свою вторую половину, а кто-то рассказывает о мечте выплатить ипотеку. Всего сутки понадобилось, чтобы стать звездами интернета, сотрудникам Казанского оргсинтеза. Они исполнили оду своему предприятию на мотив богемской рапсодии Фредди Меркьюри. Лайт-версию клипа, где вместо «Галилео, Галилео» певцы восклицают этиленом, ацетоном, пропиленом, этиленом, можно найти в YouTube. Клип сняли в преддверии 60-летия оргсинтеза. Оказалось, что ценителей творчества Queen на заводе немало, как и профессиональных исполнителей. Слушаем. Я от масштабов просто в шоке. Приходи, увидишь сам. Стоит завод, гордость для твоей родной земли. Земли, земли. Ты не стой на месте и вперед смотри. Помни, что мы вместе. Помни, что мы вместе все смогли. Очень креативное поздравление, мне кажется, своему заводу в честь 60-летия. Но, Ильшат, у меня другой вопрос в завершении нашей рубрики. Проголосовали ли вы в проекте «Великие имена России»? Какие бы названия аэропортам вы дали? Ну, поздравление действительно замечательное. Прям песня «Строить и жить» помогает. Я, конечно, проголосовал, и я выбрал Габдуллу Тукая и Николая Лимаева. Спасибо, Ильшат, и я передаю вам слово. Спасибо. А мы продолжаем программу «7 дней». Открытие детского татарского канала «Шаян ТВ» стало ключевым событием в медиапространстве республики. 12 ноября старт долгожданному проекту дал президент республики Рустам Минниханов вместе с создателями канала. «Шаян ТВ» можно смотреть и в кабельных сетях, и в интернете. Он будет интересен для всех, кто говорит или хочет научиться говорить на татарском языке. Это была идея Рустама Минниханова – объединить всех детей республики и их родителей у телеэкранов. От задумки до первого выхода нового телеканала в эфир прошло меньше года. Президент с удовольствием пообщался с самыми юными создателями телеканала, в числе которых оказался и его будущий преемник в должности президента. Вот самое главное, Шаян сидит рядом со мной, кандидат в президенты Татарстана или России? Татарстана уж. Ну, начнем давай с Татарстана. Главная задача, этот канал должен быть востребован, интересным, потому что язык через игры, через какие-то интересные материалы лучше осваивается, и
Я думаю, что и родители правильно оценят, чтобы дети пользовались вот этим интересным каналом Шаян ТВ. Ну, с нашей стороны, со стороны руководства республики, мы приложим максимальные усилия, чтобы доступность этого канала в республике, а потом через спутник уже в другие части нашей страны и за пределы, она была реализована. А сейчас традиционный обзор недели. Президент Рустам Минниханов на неделе совершил рабочие поездки в Дагестан и Китай. В Дагестане президент принял участие в заседании группы стратегического видения России «Исламский мир», где вышел с инициативой создания Академии молодых лидеров. В ходе визита в Китай Рустам Минниханов провел встречи с высокопоставленными лицами провинции Гуандун, выступил на бизнес-форуме и посетил предприятия по производству автомобилей. В Шэньчжэне Рустам Минниханов посетил китайскую выставку высоких технологий и встретился с руководством компании мирового поставщика инновационных решений для платежных систем. На этой неделе Казань посетили начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, делегация Ассоциации итальянских промышленников, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Царьковский и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. Это первый визит Игоря Комарова в Татарстан в должности полпреда президента в Поволжье. Игорь Комаров осмотрел завод двигателей КАМАЗ, принял участие в форуме «Цифровая трансформация в промышленности», международный опыт и российская практика, посетил особые экономические зоны Иннополис и Алабуга. В Казани Игорь Комаров провел совещание по реализации основных положений указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также вместе с Рустамом Миннихановым открыл клинику «Мать и дитя». Игорь Комаров в сопровождении Рустама Минниханова и государственного советника Татарстана Ментимира Шаймиева ознакомился с ходом воссоздания собора Казанской иконы Божьей Матери. В субботу на утренней планерке в Кремле руководителю аппарата президента Асгату Сафарову вручили орден Александра Невского. Напомню, указ о награждении подписал Владимир Путин. Орден вручен за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин в субботу принял участие в траурном митинге, посвященном памяти жертв авиакатастрофы самолета Boeing 737 в международном аэропорту Казань. Напомню, страшная трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Погибли 50 человек. Собравшиеся почтили память всех жертв катастрофы минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Одно из главных политических событий недели прошло в эту субботу в Казани. В Татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги работы за этот год и наметили планы на следующий. Среди приоритетных задач – повышение эффективности партийной работы. Этот год для партии оказался непростым, а прошедшая избирательная кампания в регионах страны подтолкнула к принятию кардинально новых решений. Напомню, в 4 регионах страны губернаторы-единороссы не смогли победить на выборах: Хабаровский и Приморский край, Владимирская область и Хакасия. В ходе парламентских выборов в 16 регионах страны КПРФ увеличил свое представительство и заметно улучшили свои позиции ЛДПР, Справедливая Россия и даже партия Яблоко, давно пребывающая в числе аутсайдеров. Какие обновления нужны и какие предложения решено направить от Татарстана в Москву? Об этом Сергей Темляков. Хорошее и правильное слово перезагрузка. Перезагрузка нужна. Нужна, потому что именно она обеспечит привлечение молодежи, повышение авторитета. Слова обновления и перезагрузка, пожалуй, чаще всего можно было услышать в кулуарах 28-й конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия». О том, что нововведение необходимо на федеральном уровне, свидетельствует прошедшая избирательная кампания в регионах страны. Постоянно задаю себе вопрос. Вроде бы старалась. И результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? Это слова уже экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В 4 регионах страны губернаторы-единороссы не смогли выиграть выборы. Превратили избирательную кампанию в какие-то организации только праздников и посчитали, что таким образом они привлекают граждан к избирательной кампании, что у нас все хорошо, а нужно было предметно в каждом поселении
встречаться с населением. Еще в 3 субъектах «Единая Россия» уступила позиции в законодательных собраниях. Это ошибка и партии, политтехнологов, и экспертов, и специалистов, говорит Эльдар Гильмудинов. Действительно, опыт не очень радостный, но это стимул для движения вперед. Прошедшие выборы – это урок, и, несомненно, выводы уже сделаны. Экзамен «Единой России» в Татарстане предстоит сдать в 2019 году, это выборы в Госсовет, а в 2020 году это выборы президента. Мы должны больше внимания уделять и развитию сельских территорий, не только городов. Это очень важно, потому что наш главный электорат, голосующий за нас, это все-таки сельские жители. Объективный анализ показывает, в Татарстане «Единая Россия» по-прежнему сохраняет политическое лидерство. Имеет запас прочности, обеспеченный солидным 17-летним стажем партийного строительства. Губернаторам, проигравшим выборы, не хватило главного – умения слышать людей, подчеркивал Эльдар Гильмудинов. А это один из главных критериев работы, отмечает Фарид Мухаммедшин. В Госсовете Татарстана, где большинство депутатов от «Единой России», с 2014 года поступило свыше 2500 обращений и пожеланий избирателей. В стадии исполнения свыше 70% наказов. Лидер по эффективности – Набережные Челны. Конечно, партийный политический ландшафт не остается неизменным. Появляются новые партии. На ноябрь месяц в стране зарегистрировано 64 политические партии. 53 из них имеют свои отделения в Татарстане. Скажу, что не все они активные, но все являются политическими оппонентами. Большой республиканской региональной конференции предшествовали дискуссии на местах под названием «Обновление-2018». Собирали идеи и предложения по повышению эффективности партийной работы. Рафаэль Шавалиев, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», считает, особое внимание нужно уделить здоровью старшего поколения. Вторая задача – снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Третья – это внедрение скрининговых программ по выявлению ранних форм онкологии. Для нас это межведомственное взаимодействие, это привлечение общественных ресурсов, гражданского общества, так как только Министерство здравоохранения Республики Татарстан само не сможет выполнить задачи, и врачи тоже. Очень важно, чтобы средства массовой информации подключились. Лучшие предложения как в целом по перезагрузке партии, так и по улучшению работы будут озвучены на предстоящем съезде в Москве. В субботу на конференции партийцы тайным голосованием выбрали 7 делегатов, которые 7 декабря будут представлять Татарстан на Всероссийском съезде. «Единая Россия» как основная политическая сила Татарстана системно работает над закреплением в республике социальной стабильности. Президент Татарстана, член Высшего совета партии «Единая Россия», поставил главную задачу для татарстанского отделения – это подготовка к избирательной кампании. До выборов в Госсовет осталось меньше года. Мы не можем не учитывать, что влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает ряд негативных факторов, сказал Рустам Минниханов, таких как общее обострение международной обстановки, информационное и экономическое давление на страну, рост социального недовольства в силу отдельных непопулярных, но жизненно важных решений правительства. Это не должно нас смущать. Наоборот, именно в такие моменты должны проявляться сильные стороны нашей партии. Критики оппонентов единороссы должны противопоставить спокойствие, выдержку и последовательные меры по повышению уровня жизни граждан. То, что на высокий уровень организации работы татарстанского отделения должны равняться партийцы из других регионов, отметил федеральный гость, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов. Она отличается конкретными делами и проектами. Если вы сегодня внимательно посмотрели те проекты, даже которые представлены, я вам скажу, что 13 федеральных и 16 региональных инициатив, они очень такие, наполнены. Многие региональные отделения у нас к этому еще даже не подошли. Татарстанское отделение многие вещи уже завершает. Сергей Темляков, Роман Безменов, 7 дней. Сегодня, 18 ноября 2018 года, значимый и ответственный день для жителей республики. День голосования. Голосуют сами жители и голосуют они рублем. В Татарстане в 844 сельских поселениях и небольших городах проходят референдумы по самообложению. Что это за референдумы, такие и почему их надо проводить, жителям республики по большому счету объяснять не нужно. Но мы все же напомним. Самообложение – это добровольное решение граждан о сборе средств на решение вопросов местного значения. Проще пояснить на примере. Вот моя деревня, вот мой дом родной. И местные жители решают, как улучшить жизнь, какую насущную проблему нужно решить. Например, сделать дорогу или провести освещение, или установить детскую площадку, выделить средства на благоустройство кладбища и так далее. Решают коллективно, на что и, главное, сколько собрать.
Тимур Бекмурзин о самой народной и эффективной программе. Пожалуй, самые открытые и самые народные способы волеизъявления. Сегодня референдумы по самообложению проходят в 844 поселениях Татарстана, в том числе и в селе Пестрецы. Здесь решают, куда направить свои кровные средства. В Пестрецах на строительство тротуаров, детской площадки или ремонт внутрипоселковых дорог. Да или нет? Референдум можно считать состоявшимся, если на него пришли не менее 50% жителей села. Решение будет считаться принятым, если половина из них проголосует «за». Для благоустройства села, нашей жизни, наверное, так, я понимаю. Если не секрет, вы проголосовали или секрет? Ну, могу. Да. 500 рублей не жалко? Нет, не жалко. Мне кажется, это как раз-таки та сумма, которую каждый человек способен отдать. Классический пример, когда жители, что называется, голосуют рублем. Им на месте виднее, где этот самый народный рубль нужнее. Дороги, мосты, особенно внутри поселений, задача первоочередная. Государство свою работу в этом году выполнило на отлично. Четырехполосная федеральная трасса М7 сделала населенные пункты Мамадышского и других районов ближе к Казани и к Челнам. Сельские дороги добавили в их жизнь дополнительный комфорт и удобство. Но остаются маленькие детали, штрихи, которые крайне важны. Ведь они могут или свести на нет все усилия дорожников и строителей, или дать дополнительный эффект. Щебеночные дороги, небольшие мосты и переходы, на которые у государства просто нет сил и денег в полном объеме, можно построить по программе самообложения. В этом случае село такое, например, как Максимов-Починок в Мамадышском районе, оживает на глазах. Народный мост приближает селян к новой счастливой жизни. На 1 рубль добавляется еще по 4 рубля, потому что на средства населения только столько мы не могли бы работать. На решение каких проблем идут средства населения по самообложению? В Татарстане статистика следующая. 51% всех собранных средств – это дорожные работы. 20% жители направляют на благоустройство территории поселения. 10% на водоснабжение. 8% на благоустройство и содержание кладбищ. 3,6% на строительство и обустройство спортивных и детских площадок. Поселок Аксубаево в этом плане пример показательный. Приоритеты районного центра немного отличаются от запросов сельчан. Конечно, часть средств направляется и на дороги, и на освещение, но с некоторых пор в Аксубаево, можно сказать, бум детских площадок. Вот такие вот детские площадки. Один из самых популярных объектов в Аксубаево, построенных по системе самообложения. В 2017 году таких площадок было построено 6 штук. В 2019 планируется построить их 3 штуки. И это очень выгодная схема вложения. Судите сами, стоимость такой площадки 800 тысяч. Из них 1/5 часть или 160 тысяч вкладывает население. Все остальное – это инвестиции государства. Детям есть где играть, чем вот бродить где-нибудь. Зато выходят, играют тут, и мы знаем, где они находятся. Народ видит, вечером гуляет, ходят, спасибо говорят многие. А вот жители сельских поселений пока верны традициям. Для них дороги и вопросы водоснабжения пока важнее остальных. И еще одна характерная деталь. На селе люди, как правило, более сплоченные в вопросах самообложения. Скажем, в Старокиязлинском сельском поселении Аксубаевского района собираемость по программе за все эти годы 100%. Сперва собираем суд граждан, люди высказывают свои мнения, а потом собираемся, определяемся сумму примерно, сколько как. У жителей Староузеевского сельского поселения по программе самообложения все также спланировано четко до деталей. Глава Надежда Айдова о финансовой грамоте обучена хорошо, как-никак раньше работала бухгалтером. Дает нам полный расклад по цифрам. За 4 года по программе самообложения удалось собрать более 4 миллионов рублей. Деньги пошли на строительство дорог, моста и другие нужды. Программа самообложения для нас это в деревне палочка-выручалочка. Действительно, потому что у нас
бюджет очень такой скудный. В этом году спасибо всем, спасибо Надежде Владимировне, построили мост. Ну, не для большегрузных, конечно, для легковых машин построили мост из труб. Добрый день, уважаемые зрители. Разрешите вас поздравить с таким знаменитым днем, с вашим юбилеем. Несмотря на преклонный возраст, ветерану Великой Отечественной Елисею Тимирясову исполнилось 95, он обязательно пойдет на референдум по самообложению. Елисей Мурзич сохраняет поразительную ясность ума, всегда подтянут, активен и открыт для общения. Говорит, как не пойти, ведь это значит остаться в стороне от жизни. Да разве можно, когда эта жизнь дарит так много прекрасных эмоций? Удивительно. Я помню Соломина и деревню Аксубаева. Особенно в последнее время Аксубаева очень в хорошую сторону изменилась. Стал поселком городского типа. Это одно, что стоит. Прекрасные здания, дороги улучшаются. На самом деле на каждый рубль собранного 4 рубля прибавляется. И все идет на благоустройство. Замечательно. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. 6-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» прошел на этой неделе. Это одно из ярких культурных событий в столице Татарстана, получившее признание как в профессиональных кругах, так и среди широкой публики. Все концерты прошли, конечно, с аншлагом. Я бы хотел обратить внимание не только на профессионализм и потрясающую энергетику народного артиста России Дениса Мацуева и художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского. В рамках фестиваля были открыты новые имена юных музыкантов из Казани. 5 из них получили стипендии благотворительного фонда «Новые имена», президентом которого является Денис Мацуев. Впервые стипендиатами фонда стали не только музыканты, но и художницы из Казани. Каков путь маленьких звезд к большой сцене? В чем трагедия профессии музыканта? Есть ли шансы у талантов из маленькой деревни покорить мир и как им можно помочь? Об этом в эксклюзивном интервью программе «7 дней» рассказал народный артист России Денис Мацуев. Денис Леонидович, прежде чем задать вопрос, наверное, интересен был бы отзыв из социальных сетей по поводу первого дня фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Фестиваль «Восторг», душу переворачивает, поворачивает к солнцу. И да, классика – это настоящий рок-н-ролл. В своих истоках надо только уметь ее играть. Согласны ли вы с этим отзывом? И что бы вы добавили о фестивале, который проходит в эти дни в Казани? Вы знаете, мне очень важно каждое мнение, кто приходит ко мне в зал, потому что я играю для публики, для меня это самый главный критик, будь то восторженный отзыв, либо критический отзыв. Я всегда ко всем отношусь с большим уважением. То, что происходит здесь, в Казани, для меня каждый раз это фейерверк, каждый раз это спонтанность, вот то, что можно делать с Сладковским, с его оркестром, именно импровизировать. Да, мы репетируем, но все самое настоящее происходит на концерте. И я всегда мчусь сюда. Вот я приехал из Чикаго, вчера летел 18 часов, чтобы практически с корабля на бал я вышел, и я понял, что я дома, я действительно в кругу своих друзей. Ведь фестиваль назван не случайно, Денис Мацуев у друзей. Это действительно мои друзья, с которыми мы очень много уже сыграли. Я обожаю здесь бывать. И, конечно, отбор наших новых имен, наших искорок, который был вчера, 5 стипендий, которые мы вручили молодым, юным моим коллегам, и путевки в нашу летнюю творческую школу в Суздаль. Благодаря президентскому гранту, который мы получили совсем недавно, это тоже для нас большое событие. И Казань показала в этот раз на этом фестивале блестящие результаты, потому что 5 стипендий – это очень хорошая цифра. Классическая музыка развивается очень сильно. Я не о технике говорю, хотя, безусловно, здесь тоже какие-то достижения совершенно уникальные, когда в 12 лет ребенок играет концерты Прокофьева или Чайковского. С одной стороны, ты понимаешь, что же будет дальше, если они в этом возрасте так играют. Но то, что мы дали 5 стипендий, это только самое начало. Я всегда говорю, у вас сегодня успех, а завтра с утра нужно идти заниматься. Большой риск есть, конечно, общение с родителями, общение с педагогами, насколько этот триумвират выстроен, потому что от этого зависит успех развития молодого таланта. Потому что родительский талант должен быть не меньше. Мои родители – это яркий пример того, на какие жертвы они пошли
бросив все в Иркутске, уехав со мной в 91 году. Вы представляете, какое это было время. Вместе с тем, тут обычные талантливые девочки, пианистки, вот в Казани в той же самой. Многие жалуются, а куда дальше, как уйти на большую сцену? Только через фонды? Что еще? Может быть, что-то, на ваш взгляд, необходимо изменить где-то в региональной политике? Вы знаете, здесь очень сложно говорить, точного рецепта не существует. Но вопрос правильный. Трудоустройство музыкантов – это огромная задача, потому что это трагедия нашей профессии. Я знаю, что сейчас Ольга Юрьевна Голодец сделала такое предложение, которое уже начинается эта история, сделать филиалы знаменитых наших школ. Центральная музыкальная школа, которая, уникальная, мой альма-матер, который я закончил при консерватории, сделать несколько филиалов по стране. В Владивостоке, в Калининграде и, по-моему, где-то еще в Сочи, в Сириус проходят такие огромные центры. Также будет, по-моему, Вагановская школа балетная также. Такие кластеры, да. И вот это очень важно, потому что под этим брендом, конечно, мы получим и дополнительные места для педагогов, для молодых педагогов, которые заканчивают консерватории. И последний вопрос, Денис Леонидович, торопитесь уже на концерт. Много ли из тех стипендиатов ваших, которые бы без поддержки фонда не смогли развиваться дальше, то есть в силу финансовых, экономических обстоятельств, возможностей родителей? Как много таких детей? Как правило, они не из столиц наших, ни Москвы, ни Петербурга. Как правило, из глубинки, а как правило, вообще из маленьких городов, даже поселков и деревень. Безотцовщина и, ничего греха таить, конечно же, существование просто находится на очень низком уровне. Приходится... Вот я в прошлом году на форуме говорил нашему президенту, что вот у меня была бабушка, которая продала квартиру свою в 91 году, дала мне $18 000. И когда я поехал в Москву, и мы на это первое время жили. Сейчас уже я прилагаю усилия к тому, что вот нашли, скажем, Елисея Мысина, нашего вундеркинда 6-летнего, который на «Синей птице» появился из Ставрополя. Потрясающий мальчик. Вот я ему оплачивал квартиру, я ему платил стипендию. Также и Ивану Бессонову, который победил на Евровидении, которого мы нашли на нашем конкурсе Гран-Пиано. И таких случаев огромное количество. Конечно же, это неправильно то, что должны, хотя меценаты ничего не должны, вообще это порыв души должен быть, хотя налоговое послабление тоже это очень важная история во всем мире. Закон о меценатстве нам нужен как воздух. Денис Леонидович, большое спасибо за интервью, открытий вам новых имен, спасибо большое. Новых вершин. Спасибо. На этом у нас все. Барагазгада ин из Гетеляклер. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на ближайшую неделю в студии Лейлы Латыпова. Солнечный антициклон покинет северо-восток республики. Тут будет облачно, снег, но температуры довольно высокие для этого времени года, около 3 мороза. На юго-востоке Татарстана пасмурная погода и также снег. В начале недели 1 градус мороза, к выходным похолодает до -7. В центральных районах также выпадет снег. В начале недели слабый мороз, 0-2, а в субботу и воскресенье до 6 градусов ниже нуля. Пасмурный и снежный циклон на юго-западе Татарстана. Среднедневная температура 3 градуса ниже нуля. Для северо-запада и Казани следующей недели будет облачный и снежный. Если в начале недели 0, то к выходным постепенно похолодает до 6 градусов. Поздняя осень не радует нас яркими красками, но скоро наступит белоснежная зима, а там свои радости. До свидания. Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырның аһәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.